Бзера Шумаз, яха рубрика Азцара Хамуб, Далахуб, Жуларизара, а депутат Кан Кварчия. Вы изъявили желание поговорить о сложившейся ситуации. На ваш взгляд, кто несет ответственность за то, что сегодня происходит, и как выйти из этой ситуации? В разных соцсетях и так далее много разговоров ходят, вот ни с того ни с чего. Сегодня, оказывается, оппозиция виновата во всех бедах, что сегодня, с чем мы столкнулись, с чем столкнулся наш народ. Я не особо хотел бы акценты ставить, кто виноват, кто не виноват, но раз уже вопрос так, некие люди повернули, создавая анонимные каналы, вот прямо на глазах появились очень много анонимных каналов, где именно не говорят, не обращаются к людям, что у нас ситуация тяжелая, какой выход, что делать, как бы консолидировать народ и общество, и власть, и оппозицию сегодня. А мы, кстати, об этом недавно на встрече с Бадре Зурабовичем говорили, что мы должны уйти от взаимных обвинений, консолидироваться и как бы найти выход. Но, к сожалению, видимо, какая-то часть еще проправительственных, значит, вещей, там, представители, создавая эти каналы, решили, значит, ответственность переложить на оппозицию. В таком случае я не хотел бы много говорить, но какой-то небольшой экскурс в историю надо уйти. Вот я как общественный деятель, да, часто, кто следит за моим, да, общественной, моей деятельностью и профессиональными делами как депутата парламента, я часто обращался к власти и говорил: дорогие мои, покажите, где вы успешны, в каком, значит, направлении жизнедеятельности страны вы успешны. И я всегда говорил: я готов вас поддержать. На самом деле, искренне это было мной сказано, везде это я говорил. Кто меня знает, хорошо могут оценить, насколько я сегодня, сейчас говоря об этом, искренне или не искренне, потому что если я говорю, что я готов вас поддержать, где вы успешны, то я стараюсь не делать обещаний или не говорить то, что я не могу сделать. На самом деле я говорю: где вы успешны, скажите, и где надо вас поддержать, я вас везде поддержу. Но история показала, время показало, что власть, к сожалению, была неуспешна. Во всяком случае, были какие-то попытки, но они оказались все неэффективны и, честно говоря, где-то очень опасны. Если уйти в историю вопроса, вы помните, буквально вот вчера, позавчера на заседании оперативного штаба были озвучены цифры роста потребления электроэнергии в республике. До 2019 года, с 2016, с 2015 там небольшие скачки шли, а вот уже буквально после того, как власть поменялась, в 2019, то есть в 2020 году, на 500 миллионов киловатт, вот он следующий год еще на 500, то есть за это время с 2020 года по сегодняшний день где-то на миллиард киловатт-часов поднялось потребление, значит, в нашей стране. Теперь история вопроса. Вы знаете, с чего начиналось? А начиналось с того, что при бытности Рауля Джунковича Хаджимба, вот это как раз модная тенденция зарабатывания денег началась. Тогда еще мало кто знал, что это за рынок. Никто так особо на это не реагировал. Но так аккуратно, инкогнито завозились, значит, хотя не было разрешения, все это знают, и на добычу криптовалюты. Кто-то завозил, начали этот бизнес инкогнито этим заниматься. Хочу открыто сказать, что многие сегодня действующие министры как раз таки тогда этим быстро воспользовались и построили себе фермы. Это не секрет, мы все знаем, кто, когда и при каких обстоятельствах это было. Ну, знаем, значит, произошла смена власти, и неожиданно для них, мы знаем, как это все произошло, значит, они стали у руля власти. Теперь дилемма такая: нет разрешения, а у них есть фермы. Что надо было сделать? Надо было это узаконить, потому что это приносило определенные возможности финансовые. Вот через призму своих личных интересов они это решение приняли. Теперь, самое главное, Айтгылара, на высшем совете Айтгылара был приглашен главный инженер Черноморэнерго на беседу
по поводу разрешения, значит, добычи криптовалют, какие возможности есть в этом плане у государства. На наш вопрос главному инженеру, на тот момент, когда Кабинет министров и президент принимал это решение, на тот момент мы вопрос четкий задали, сколько было возможностей в энергетике, возможностей подключения, то есть какой запас был потребления у населения вообще в целом в республике. Он сказал, на тот момент у нас было уже -3, -4% в смысле дефицита электроэнергии. На наш, естественно, резонный вопрос. А вы почему тогда не доложили правительству и непосредственно министру экономики? Он сказал, а кто нас слышал? Теперь, значит, зная эту ситуацию, правительство принимает такое решение. Не это ли подрывная деятельность? Не это ли, как вам сказать, это не преступление? Кто должен был нести и кто до сих пор понес за это неответственное, противозаконное, вообще противонародное решение? Вот представьте себе, сразу потребление показало по республике 1 миллиард киловатт-часов после этого решения. Теперь дальше. Тогда еще 6-й созыв. Начали, приглашать к себе министров и так далее. Они предупреждали, они говорили, что это закончится очень плохо для страны, что ничего не делается, нет приборов учета, нет механизма получения денег с народа и так далее, и так далее. Очень много вопросов было. Сима, не ты была, ведущий был здесь Гарик Аристава, если помните, такой нашумевшая наша встреча, прямой эфир, Дгура Миановича, меня и Гарика Кокая с министрами, непосредственно министром экономики, министром МВД и представителем Черноморэнерго. Если я что-то вру, пожалуйста, могут просмотреть. Слава богу, она в доступности находится, наша встреча. Кристина Константиновна, когда и говорили, мы все троем, когда говорили, чем это закончится, и что мы ничего не делаем для того, чтобы предотвратить вот этот вот коллапс энергетический, Кристина Константиновна засмеялась еще, знаете, вот надменно, и сказала, да, электричество у нас всегда будет бесплатно. Вот так она сказала, еще засмеялась, вы, мол, кто такие, вот я знаю, что я говорю, можете посмотреть. Гарри Кокая, Дгура, все старались упредить, сказать, что это нельзя, в таком виде это нельзя подавать, мы должны думать, что нам делать. Но если бы все те, кто занимался майнингом, платили налоги, ситуация другая была бы, на ваш взгляд? Ну, я не могу сказать. Одной рукой запрещали, другой рукой, как его давали. Ну, майнили активно там, на тот период уже, вот активно майнили. Масима, посмотрите. Здесь, знаете, у нас какая ситуация? Одна рука не ведает, что делает другая рука. Вот так вот все у нас, понимаете, стояло. Если не хотел, честно говоря, так пример приводить, но если вы помните, так как я был оппозиционером, и именно меня, как самого главного, выделили 2-3 раза на ферму небольшую, которую я поставил официально, я думал, потому что я из Кристины Константиновны по телефону говорю, я говорю, можно? Она говорит, все, начинайте, мы это все потом сделаем. Я поставил везде счетчики. Я каждый месяц платил по 600 тысяч, счетчик людей приводили, потому что я политик, чтобы завтра разговоров-то не было. Но у меня проблемы, знаете, когда начались? Я вам открыто тебе скажу. Когда некие люди из тех, которые проверяют там счетчики, говорят, Конвей, зачем вы платите вот это? Говорит, давайте половину с этой суммы нам давайте, и вообще проблем не будет. Я сказал, я не буду это делать, потому что я знаю, что я под пристальным вниманием и так далее. Завтра это вылезет. Я, во-первых, как человек себе не могу позволить. Вот оно зарабатывает, пусть это государство идет. С этого дня начались у меня проблемы. Потому что я не пошел на поводу у неких контролеров, которые я с ним не поделился. Все, потом начались эти фильмы, снимания и так далее. Все, закрыл эту тему, убрал. Но те люди, которые были приближены к государству, убрали. Мы же позавчера слышали, это якобы борьба шла с майнингом. Интернет отключили почти 50 мегаватт нагрузки осталось, оказывается, в Абхазии. Это почти
60% от той суммы, которую мы платим сегодня за переток в Россию. Вы понимаете, что это? То есть мы оплачиваем тех, кто зарабатывает деньги и не платит ни рубля государству. Страдают все, кроме них. А понимаете, почему они не страдают? Света нет, ничего прекрасного, у них все дизеля стоят, деньги у них есть. То есть они не чувствуют эту проблему. Это позапрошлый год, по-моему, я на встрече с министром экономики задал вопрос. Вот я читаю ваш бюджет, говорю вот здесь, вот читаю ваш бюджет. Скажите, пожалуйста, все, значит, предпосылки того, что мы придем к коллапсу энергетическому, налицо. На тот момент еще Россия нам давала бесплатную энергию. Я говорю, вот вы где-нибудь в бюджете где-нибудь заложили сметопроектную стоимость наших перепадных. Мы вообще как государство должны иметь смету, проект и смету вот этих вот перепадных, чтобы предложить кому-то либо. Или же мы должны знать стоимость, да, этих всех перепадных, восстановления. Может, государство само готово восстановить. Вам это не интересно. На что я получил вообще неодобрительно. Вот, знаете, вот поверхностно, сверху. Да о чем ты говоришь? Вообще, кому это надо? У нас со светом проблем не будет. Вот еще раз вам подчеркиваю подход министра экономики к этим вопросам. Ну, если бы была возможность восстановить и пользоваться этими перепадными, это бы решило отчасти проблему нашу сейчас? Да, конечно, безусловно, безусловно. То есть сегодня, если мы в среднем в день нам 15 миллионов обходилось, то мы в любом случае, плюс с учетом того, что мы значит, вопрос по майнерам остановили бы, но мы, наверное, буквально там в пределах, может быть, нам 4-5 миллионов всего обходилось бы в сутки, то есть переток. А в летнее время мы вообще имели бы возможность вообще продавать. То есть это перекрывало все наши потребности. Ну и теперь, если вопрос... вот эти ГЭС, они после войны, вот если бы мы их смогли бы сохранить, вот да, сегодня, может быть, такой ситуации не было. Ну, если оставим это уже 30-летней давности, если вы к тому, что все предыдущие власти там ничего не делали, я с этим с вами соглашусь. Мы сейчас говорим же о другом. Когда эта власть проходила, она сказала, та власть плохая, мы согласились, но вот сейчас, ушли. хорошо, мы поняли, что... Сима, не перебивай, пожалуйста. Мы согласились, мы ушли, мы за места не держались, как сегодняшние министры. Я как глава сказал, все, если я не нужен, я ушел. Ну, был я успешный, неуспешный, это пусть народ решает, я за себя не буду говорить. Потому мы сказали, хорошо, мы были плохие, вот вы пришли, сделайте хорошо. Вспомните выступление Бжания. Может, напомнить вам, вот если я приду, если наша команда придет, как минимум вопрос воды, света вы забудете. И бедный народ, который в него верил, там хлопал. Теперь, если возвращаться как раз вопрос по перепаду. Вот смотрите, мы год назад были в Москве с Джансухом Эдуардовичем. Кстати, к Джансуху Эдуардовичу, наверное, мне меньше всего вопросов, потому что он недавно заступил на эту работу, ему не очень хорошее наследство досталось, не очень хорошее. Ну, насколько он успешный, это, опять-таки, я сейчас не буду оценку кому-то давать, но на самом деле ему досталось не очень хорошее наследство с большими проблемами. После этой встречи Джансух Эдуардович сказал, Кан Валерьевич, я хочу, чтобы, мы 3 депутата было, почему к нам обратился, тоже сейчас объясню, это Тимур Шергели, Алхас Барцец и я. Потому что последнее наше законодательство, мы внесли изменения, где аренда любого, значит, генерирующего станции, аренда тоже проходит через согласование, через парламент. Потому, естественно, понимаю, что этот вопрос к нам придет, он поделился, говорит, сегодня у меня встреча, я хочу, чтобы вы со мной присутствовали с людьми, которые готовы вложиться в перепады. Это было больше года назад. Вот это тоже учтите, какие я цифры называю. Мы поехали на эту встречу. Вы были на этой встрече, мы встретились с людьми. Ну, честно говоря, первое предложение, что было сделано, нам не понравилось. Мы сказали, встали. Кстати, туда почему-то мы не знали, но там и представитель Черноморэнерго оказался, то есть, то бишь Тимур Джинджоли. Правда, почему-то он его, как говорится, убеждал не вкладываться. Я удивился, когда Тимур Джинджоли начал упрашивать человека, с кем мы говорим, не вкладываться, зачем тебе это нужно, ни экономическое, ни выгодно и так далее. Мы были удивлены.
Но для нас это другая история. Дальше, когда мы сказали, что 25% он готов нам бесплатно в стране выделять, значит, от выработки, все остальное это как бы они на своем усмотрении будут использовать, мы сказали, мы даже не будем обсуждать, встали и ушли. Встали и ушли, когда человек понял, что мы не из того теста слеплены, или того, как говорится, не из того, как говорится, материала. А почему 25, я вот тоже хочу вам рассказать. Оказывается, все это время с властью, когда договаривались люди, 25 они озвучивали, 25 остальные, оказывается, некие представители власти хотели для себя. И разговаривая с нами, то есть эта схема, они думают, что тоже работает с нами. Потому предложили нам 25%, а 25%, оказывается, мы как бы представители должны были, оказывается, свое интересы там вложить. Мы сказали нет. Мы вообще, то есть мы это на этот момент не знали, почему такая цифра. Потом на второй встрече он нам это с нами поделился. Мы были, конечно, очень удивлены, мы сказали, друзья мои, хватит эти игры. Сегодня наша страна реально нуждается, значит, в энергетике, у нас большая проблема. Если вы готовы вкладывать, вот мы рассмотрим 50 на 50. 50 ваше вложение, 50 государство. Там тоже он не согласился, на тот момент он не был готов. Прошло некоторое время, через 2 дня он встречается и сказал, значит, мы готовы 40% бесплатно давать стране, 60 наши. Мы спрашиваем, почему 60 ваши? Ну, потому что, говорит, 5% это потому, что я привожу этих людей, но это я понимаю. Человек приводит своих, значит, спонсоров, он хочет, он не скрывал. А 5 он назвал человека, который сейчас я не могу назвать, который в администрации президента, оказывается, тоже хотел 5%. Вот вся система как работала. Мы, конечно, возмутились. Мы привезли этих людей сюда. Джансух Эдуардович, кстати, молодец в этом плане, он этот проект поддерживал, он сказал, вот он обратился к нам, к депутату, говорит, это за какую перепадную сейчас идет речь? За все 3 перепадные, вот это перепадные на канале, что в Гале, что стоят. На канале, что стоят перепадные. Плюс они готовы были еще одну достроить. То есть, понимаете, да, какие мощности? Мы привезли их на встречу с премьер-министром, еще с некоторыми людьми, обсудить вводные, что мы присутствовали, все 3 депутата присутствовали. Не буду теперь имена, фамилии называть. Они начали вопросы задавать нашим тем людям, которые как бы мы познакомились и приехали на беседу. А зачем вам это надо? А зачем вы вкладываетесь? Ну, можно вот это людям говорить, которые готовы вложиться. Это экономически вам невыгодно. На что те люди стали сказать, мы не поняли, что вы хотите, мы готовы вложиться. Какая вам разница, выгодно нам, невыгодно, мы хотим вложиться. На сегодняшний день все мощности где-то 125 или 130 мегаватт. Да? Плюс при новых технологиях, ну там где-то процентов 10-15 можно еще добавить. Ну с учетом где-то 140 мегаватт. Да? Ну поделите 45% от этой мощности мы будем бесплатно получать, бесплатно, который Черноморэнерго еще будет реализовывать здесь в населении и зарабатывать на это деньги, правильно же? И плюс зимой все, что осталось, они по умеренной цене нам готовы были продавать. То есть я думаю, более того, они сказали, мы это готовы осуществить. Были другие люди, которые объявляли, что 15 миллиардов надо на это. Понимаете? А почему завышают цену? Чтобы завтра, если какой-то вопрос станет о расторжении договоров, да, чтобы государству выйти, значит, что вот я 15 миллиардов потратил. Они говорят, мы готовы за 5 миллиардов все восстановить. И более того, они называли это, значит, за год они готовы были восстановить. За год китайцев завозили. То есть, тоже, я не хочу говорить завозили, может, я еще надеюсь, что все-таки этот проект осуществится. Готовы за год восстановить и начать с первого дня отдавать нашу часть выработки от этого, значит, объекта. Год прошел СИБА. Ничего не делают. Экс-президент выступил и сказал, я ушел, но моя команда вся здесь. На самом деле так оно и есть, вся команда осталась. И сегодня какие-то вопросы, какой оппозиции задают. Вот есть команда, которая осталась и работает еще. Надеюсь, всего 3 месяца еще поработают, потому что власть не поменяться уже не может. Мы уже знаем, что может быть хуже, но мы же надеемся, что завтра будет лучше. И
Даже в этом случае мы обязаны поменять власть, чтобы дать возможность другим, хотя бы, может, те что-то лучше будут делать, да, надеюсь на это. И потому сегодня, когда вот эти аноним-каналы и другие стараются где-то кого-то обвинить, это неправильно. Хорошо, Кан Валерьевич, вот, допустим, оставим аноним-каналы. Да. Но реальные люди пишут комментарии, мнения разделились. Да. Да? Кто-то поддерживает власть, кто-то поддерживает понятно, оппозицию. Все это наш народ. Да. Но тем не менее, очень много вопросов к оппозиции. И считают, что вы непосредственно стали триггером от того случившегося. И что вы должны нести ответственность и требуют от вас объяснить, что нам делать. Хорошо. И как выжить в этой ситуации. Сима, триггером стал президент, когда он выбрался, и он до сих пор, когда не поверил в свое счастье, что он стал президентом. Сегодня мы официально до сих пор никакую бумагу не получили, почему приостановлено софинансирование. Почему мы сегодня электричество получаем по завышенной цене? Это мы все знаем, якобы мы, как народ, что-то с чем-то не согласились. И как парламент, что мы что-то но неофициальных документов сегодня до сих пор нет. Теперь, и когда на этом фоне говорят, что там Жаня что-то хорошее делал, нет, дорогие мои, отключение света уже было в каждом году это было. В прошлом году, почему не почувствовали, тоже хочу, чтобы вы знали. Почему сегодня мы чувствуем, а в прошлом году не почувствовали? Потому что в прошлом году, когда нам, как парламенту, как народу, говорили, если мы не примем соглашение по Пицунде, мы не получим электроэнергетика, у нас будет оплачиваем. Ну, вы знаете, были там вопросы, я где-то поставился, какое-то Соломоново мы решение сделали, мы приняли. Мы что, получили электроэнергию? Это же официально, это президент говорил, это нам, депутатам, спускался президент говорил, премьер говорил, министры говорили, если не примете, мы без света останемся. Мы приняли, что мы свет получили? Нет. Дальше. То есть, получается, в предыдущие годы не было льготного перетока? До позапрошлого года был. Потом, вот я же говорю, после Пицунды начался, они сказали, не примите, мы не получим свет. Мы приняли, все равно мы свет получили уже по завышенной цене, то есть по коммерческой цене. Дальше. При всем при этом, почему государство не почувствовало? Тоже объясню. Потому что на тот момент в бытность Рауля Хаджимба, пользуясь хорошим отношением к Владимиру Владимировичу Путину, наверное, отношение Владимира Путина к Раулю Хаджимба, он получил 500 миллионов на развитие банковского сектора. Эти деньги лежали в Центробанке. То есть эти деньги не надо было возвращать, они не были кредиты, ничего. Это просто вот прямо подарили стране при Рауле Хаджимбе. Просто тупо. Мы в прошлом году 500 миллионов вытащили с этого банка, добавили еще там, помогли регионы, в смысле районы Абхазии, там Гагра, по-моему, Сухум и так далее. Помогли и заплатили за наш весь переток. За весь наш переток. Потому государство не почувствовало это сильно. Но уже понимали, что эта проблема будет. Более того, когда сегодня говорят, что софинансирование остановлено, потому что мы, нет, дорогие мои, это по договору уже в 2025 году мы полностью, вы можете, я не помню, из министров, которые выступают, говорит, Абхазия должна по договору перейти на софинансирование. Но поэтапное. Там. Нет, она там все обговорено, она все там сказано. Так что не надо с больной головы на здоровье это перекладывать. Вы меня сбиваете с мысли, Сима. Теперь вопрос такой. Наверное, самое главное, что делать, правильно же? Вот что делать. Первым долгом это та наболевшая проблема, которую сегодня все обсуждают, это надо остановить майнер. Это всем надо остановить. Вот я как депутат имею тоже ответственность. Знаете, почему я чувствую свою ответственность? Потому что, когда вот эти вот моменты все, что мы прошли, а мы как депутатский корпус имели возможность недоверие выразить отдельным членам Кабинета министров, мы это не делали. Знаете почему? Потому что кто-то был сторонником Жани, кто-то был сторонником Али Канква, кто-то был сторонником оппозиции.
И когда каждый приход значит, министра, все возмущались, выходили в коридор, говорили, вот все, это уже невозможно терпеть, надо ей или ему, или кому-то недоверие выразить. Но когда время проходило, день-два их вызывали в некоторые кабинеты, и мы переставали об этом думать. Если мы хоть один раз своим правом, как депутаты, воспользовались бы, я думаю, не за то, что кого-то наказать, а чтобы было другим неповадно так себя вести. Мы же не сделали Сима, мы же ничего этого не сделали. Мы просто кивали своим там, значит, кому мы непосредственно кому относились в политическом плане, вот мы им подыгрывали. Теперь что делать? Во-первых, сегодня я тоже знаю, на Чамбо, вот я избирался по Чамбо, по городу, части Сухум там и так далее. Я знаю, где у кого что стоит. Я имею в виду в домах. 3-4 штуки стоят. Вот как я должен прийти им сказать, выключите, когда сегодня есть майнинг-фермы большие, все знают, что вы знали, Сима, что вы знали, любой человек РЭС, представитель РЭСа знает, где у него нагрузка огромная идет. Они все взаимосвязаны, они все повязаны. Вот как я должен к человеку прийти и сказать, пусть они покажут, что они что-то хотя бы открыли, остановили, тогда я тоже в свой народ пойду и скажу, я тоже соберу свой народ, своих избирателей, я буду призывать к этому, понимаете? Но этого не сделав, я не могу требовать с тех людей. Они скажут, со 100 хубаром и убаз, она а ферма позигирдрует. Это первое, что надо делать. Дальше. Второе. Я говорил по вопросам вот перепадных, да. Вот год этот вопрос тянется. Понимая, насколько это важно для нас, правительство ничего не сделало. Потому что кое-кто, кое-где хотел поплавать там. Вот все. Просто это, знаете что, это, ну, я не знаю, это настолько не любить надо свой народ, чтобы свой интерес впереди поставили, и в течение года мы так и не смогли подписать этот документ, это как бы, да, соглашение. Мы все говорим, все знают. Я, например, не знаю, у кого такие фермы. Вы сказали, что вы знаете. Еще многие пишут, что знают. Давайте объединимся, покажите нам, где эти фермы. Мы на днях рейды собираемся делать. Вот такие я лично рейды, буду делать народные это. рейды, да? И вы услышите, Да. у кого, где, как. Я думаю, очень много это всего обнажит. Да. И потом, кстати, кто говорит, что у меня есть, пожалуйста, я куда хотите повезу, покажу, открою, закрою, наверх, вниз, где хотят, пусть посмотрят. У меня встреча бывала очень интересные встречи. Вот в Сочи поеду, там, ну, я там что-то для дома что-то строил, там что-то не хватит, там краска или еще что-то, там, зайду перекусить куда-то. Там президент наш встретится, там встретится. Я очередной раз где-то мы там встретились, я говорю, фашист, да, виноват. Взять на свайзер, вот так, хайчайжен. Уара, его босси, дара, его бара, проблема, вообще шпобу. Я говорю, слушай, есть у нас одна идея, я как в банковский совет вхожу, как парламент, я говорю, мы какую-то идею проработали, посмотри, вот сход, я говорю, вот это ход начни, говорю, мы поможем. Что, говорит, какой вопрос? Я говорю, есть такое понятие эмиссионная квота. Так как мы находимся в рублевой зоне, так как мы пользуемся рублем, больше никто в мире не пользуется, кроме нас и осетин. Мы имеем право, значит, просить в Российской Федерации именно эмиссионную квоту. В зависимости от ВВП, там высчитывать, это сейчас я не буду в цифры уходить, это знают, как делать экономисты, финансисты и так далее. Я говорю, давайте, Аслан Георгиевич, проработаем этот вопрос. Зачем мы аршином ходим, страну продаем? Давайте попробуем получить эмиссионную квоту. То есть денежную массу, это все просчитывается по ВВП, сколько нам нужно денежной массы. Это типа кредита от Центробанка России, Центробанка Абхазии, там по длинный, значит, кредит, который там умеренные проценты имеет на развитие страны. Так как, еще раз говорю, мы находимся в рублевой. Я говорю, давайте проработаем этот вопрос. Давайте получим эту эмиссионную квоту. Мы за эти деньги, и тогда нам и не нужны были бы инвесторы, которые будут вкладываться, скажем, в те же перепадные. Мы сами могли бы восстановить, сами. То есть нам денег хватило бы и на восстановление наших перепадных, и на развитие среднего и малого бизнеса вот вдоль, понимаете.
Он, знаете, что мне сказал? Просто я удивился. А это, говорит, долго говорит, я не могу этим заниматься. Я говорю, слушай, Аслан, я потом уже не Георгиевич, я говорю, Аслан, я не понял, ты на один срок только сам пришел? Ты, если на долгий срок хочешь, на 2 срока хочешь сидеть, тебе это не нужно. Какая разница, уж хочу второй срок, а потом воспользуйся людям, люди тебе спасибо скажут. Он говорит, нет, это долго мне не интересно. Кто бы ни был, ему будет тяжело. Это все, пусть никто не думает, что сегодня кто будет Ну, без новым российских президентом, дотаций вообще нам будет ему очень будет тяжело. очень тяжело. Пусть наш народ понимает, что легко сейчас не будет. Мы уже проходили тяжелые времена, но мы должны опять сконцентрироваться, сосредоточиться, и мы этот путь тоже должны пройти. Ну вот как народу сейчас пережить, да? Зарплат нет, электричества нет, сейчас пойдут холода, школы закрыли, да. А у Вот вас есть такого- рецепт? У вас есть рецепт? У нас нет рецепта. У Аслана Но мы Бжани все есть ждали, рецепт? мы все У ждали. Алика есть рецепт? Ну вот Аслана Бжани Да. нет, Аслана Георгиевича нет. Он нам наследил, мы должны с этим жить. И теперь, раньше, чем выборы президента, когда пройдут, никто эту ситуацию не выровняет. Вот новый президент будет по-новому с чистого листа идти разговаривать с Российской Федерацией. До этого... Ну, если сейчас уже обрубаются связи с нами, может быть, я грубо говорю, может быть, я не права, да, но учитывая, что вот вчерашние новости, позавчерашние новости, уже на государственном уровне у нас идет похолодание отношений. Знаете, мы прошли ельцинское время, когда мы были значит, в блокаде. И тот человек, который нам тогда, как говорится, глоток свежего воздуха дал и нам возможность дал, да, развиться, это был Владимир Путин. К сожалению, сегодня настолько большие проблемы у России самой, что Владимир Путин занимается вот глобальными вопросами Российской Федерации. И вопрос Абхазии, к сожалению, сегодня не всегда, может быть, он вообще знает, что происходит здесь именно с нами. Это отдано там на подступах к нему, чиновникам. И, к сожалению, там больше эмоционально разговаривают, чем, как говорится, да, по-государственному. И потому в любом случае новый президент будет встречаться с руководителем Российской Федерации, и эти вопросы только уже нужно будет решать только там. Здесь уже ничего не решить. Здесь уже эмоции там, и так далее, там, и все остальное. Если знаете, на встречу с оппозицией, значит, депутат Госдумы, как его от Сочи, я забываю всегда, на встрече он говорил о проблемах взаимоотношений, и раз 6 из 7 вспомнил Ткачева, значит, о чем-то говорит, да, что там больше интересы олигархата, чем вообще взаимоотношения двух стран. И вообще для меня непонятно. Но тем не менее это же повлияло на наши отношения. Тем не менее мы не можем отрицать. продвинуться там, где хотят нас прогнуть. Вот о чем речь идет. Мы как страна выжили, не только сейчас и в худшее время. Нас тысячелетиями истребляли, но мы же выжили. Значит, что-то нас сохранило. Значит, наше понятие быть свободным, да, может быть, придется быть холодным или голодным. Мы не зависим от России. Вот мы можем так сказать? Да, если голодный, холодный станется, значит, мы независимы. Значит, мы независимы. А пока нам давали это, значит, мы были зависимы и нас хотели вести. А мы готовы, знаете как, все-таки мы единственная страна, пусть будет маленькая, может быть, не настолько там влияющая на геополитические, значит, процессы, но мы единственная страна, которая никогда не оставлял русский народ, простой русский народ, Россию никогда, при всем при том, что по-разному у нас отношения были. И мы никогда не сдавали. Потому для меня очень удивительно, когда Абхазия везде, значит, Российскую Федерацию везде, значит, поддерживает в плане морального, не знаю, физически, везде, политически, везде поддерживает. И именно Россия, единственного своего союзника, стратегического партнера, старается, ну, как каким-то образом нас повлиять не в лучшем свете. Наверное, все-таки это проблема именно чиновничья. Это не линия, генеральная линия Владимира Путина. Вы вспомните год-два, как он выступал, когда грузины нас затронули, как он за нашу историю рассказал, как мы как народ боремся, и что мы, значит, большой похвалы, он просто хвалил как народ, что мы все это выдержали.
Я не верю в том, что это отношение именно Путина такое. Я еще раз говорю, сейчас намного тяжелее вопросы перед Путиным стоят, потому ему не до Абхазии. А вот именно наш вопрос у кого, они там, как говорится, по-своему стараются подходить к этим вопросам. В любом случае, сейчас мы, весь народ, должны объединиться и выходить по мере возможности из той ситуации, которая сегодня есть. Оптимизировать все наши возможности, оптимизировать. Финансово у нас есть. Просто надо, и будет время у сегодняшней, как говорится, команды Бжаневской, которая осталась на своих местах, или вообще хотят ли они это другой вопрос. Это во всяком случае они у власти, мы не у власти, это они у власти. Это все вопросы к ним, но мы готовы им помочь. Мы не говорим, вот вы как хотите делать. Мы сказали, мы готовы, скажите, где вам помочь. Это оптимизировать, это остановить майнинг и выходить на выборы, избирать новых людей, заниматься уже, как говорится, внешней политикой, налаживанием вопросов с Российской Федерации. Плюс параллельно надо заниматься эмиссионными делами, надо заниматься перепадами ГЭСами. Вот все, что надо делать. Вот мы говорим, где деньги взять. Вот Кавказионе проходит 30 километров по Абхазии. Кому деньги платят? Кто-нибудь знает? Вы знаете? Я не знаю. Вы, если, может, знаете, расскажите. Мы до сих пор не можем получить информацию. Где деньги за транзит Кавказионе? Мы, может, взамен могли бы получить, вот сегодня который переток, какой-то взаиморасчет сделать. Это, как бы, знаете, такой табу, которое всеми закрыто. Кстати, что самое интересное, кто не был представлен, все молчат почему-то. Это очень интересно. Может, меня тоже чиновник сказал, может, я тоже буду молчать, не знаю, но вообще интересная вещь. Вот идет транзит 30 километров страны нашей, проходит транзит, по которому страны зарабатывают деньги на этом транзите, и мы не можем понять, мы как отдельная страна, почему не имеем, а если имеем, то кто имеет? Мы до сих пор не знаем ноту с абхазской стороны, ответ на ноту с Российской Федерации, на вот эту правоприменительную практику того закона конституционного, который мы приняли по Пицунде, по госдаче Пицунда. Мы до сих пор не знаем. Мы полгода спрашиваем, дайте нам ответ на ноты Российской Федерации. Нам до сих пор не предоставляли. Я только сейчас получил, когда власть сменилась. Мы очень много денег тратим на переток, вы понимаете? Я вот вчера мы разговаривали, я сказал, давайте надо нам думать. Или мы начинаем работать, или выбираем одно, или мы без света сидим, или мы без зарплаты сидим. Вы хотите и то делать, но при всем при этом ничего не делаете. Вы майнинг фермы не останавливаете. Вы администрированием финансовых потоков, вы этим не занимаетесь. А вы кому я обращаюсь? Это та власть, которая не ушла, еще на местах сидят, дорогая моя. Это не мы решаем. Я не нахожусь в исполнительной власти. Это не мой профиль, я не могу на это влиять. Я обращаюсь к тем, кто остался при власти сегодня. Они же никуда не ушли, они на месте. И мы им говорим, вы собираетесь заниматься или не собираетесь? Пока я не вижу, кроме имитации, ничего не происходит. Что-то Кристина Константиновна нету, она же министр экономики, она же должна предложить что-то, какой-то выход. Ее нету. Ее нету, ее сейчас уже нету. То она была везде, ее было много, сейчас ее нигде нету. Она же нам эту модель все сделала, которая разрушила вообще как страну. Но вот такого никогда не было, согласитесь. Но вот такой ситуации мы точно никогда не были, как сейчас. Вот я на своем веку не помню, даже после войны. Это вопрос к исполнительной власти, дорогая моя. К исполнительной власти. Я же еще раз говорю. Мы им говорим, что собираетесь делать. Но они имитацией занимаются, но пока ничего не делают. Я еще раз говорю, надо остановить майнинг ферм, это первое. Администрировать финансовые, наши возможности. И все. И параллельно заниматься теми вопросами, где можно как бы на будущее нам вот это вот, не хватающая часть электроэнергии, где мы можем генерировать. Я реальный проект вам назвал, который не принималось уже год, потому что, еще раз говорю, потому что интересов там некоторых представителей властей там не зафиксировали. Потому что вам еще надо говорить, чтобы вы понимали, чем они занимались, слушайте. И, естественно, дорогая моя, у нас предстоят выборы. От этого правильного выбора народа, наверное, многое будет зависеть, Сима. Каким путем мы пойдем, какое у нас будущее ждет. Но, понимаете, вот так, другого рецепта уже нету. То есть то, что мы внутри можем сделать, это надо полностью проработать, еще раз говорю, и мы ждем выборов.
насколько правильно мы, значит, выберем тех или иных людей, которые будут договороспособны разговаривать с Российской Федерацией. Я думаю, каждый сделает свой вывод Да, свой вывод. из увиденного, услышанного и из того, что происходит вообще в стране. Спасибо большое. Спасибо тебе. Абриал Ахдыра Тарахыркшоп, яха, сызцара квартак Кайсон, жлари зара депутат Кан Кварчия. Абзерас. Абзерас.